эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Какие меры поддержки продлить и над чем еще нужно работать? Владимир Путин с членами правительства обсудил влияние пандемии на российскую экономику. Местные предприятия и крупные компании вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом. В Тампонском районе закупили медоборудование. Леса Якутии атаковал сибирский шелкопряд. Какие меры приняты? Президент Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства о влиянии пандемии на российскую экономику и рынок труда. 1 июля закончится срок действия существующих мер поддержки бизнеса и граждан, отметил глава государства. Экономика только начинает восстанавливаться, поэтому нужно разработать новые гранты и субсидии. В качестве примера Владимир Путин привел граждан в группе риска. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитии уже реализуемых программ. Ну вот смотрите, например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. Это, как правило, работающие пенсионеры. Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты как бы и заканчиваются. Надо подумать над этим. Пожалуйста, я прошу правительство представить предложение. Перед этим президенту доложили, что докризисный уровень работы экономики еще не достигнут. В частности, сохраняется сложная ситуация на рынке труда. Экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются, и это отражается в том числе и в показателях экономической активности. У нас данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, автоперевозки выросли на 30% относительно показателей апреля. То есть мы видим, что динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень пока еще не достигнут. Но в целом наша оценка ситуации сейчас лучше, чем в апреле, и это напрямую связано с теми антикризисными мерами и вливанием денег в экономику, которые сейчас происходят. У нас в апреле-мае федеральный бюджет, уровень трат федерального бюджета на 38% был больше, чем в апреле-мае прошлого года, а бюджетов регионов на четверть больше. Всего у нас в экономику с начала года дополнительно поступило 2,5 триллиона рублей. Производство вакцины от коронавируса в России может начаться к началу зимы. Об этом сообщил генеральный директор компании «Биокат», которая разрабатывает одну из вакцин против COVID-19. По его словам, после получения разрешения на клинические испытания, которые запланированы на начало августа, внедрение вакцины в производство будет зависеть от множества факторов. Отмечу, что в конце мая одобрение Минздрава получил первый в России препарат против коронавируса «Авифавир». Он не поступит в свободную продажу, а будет применяться только в госпиталях и под наблюдением врача. Но пока вакцина от коронавируса находится на стадии разработки, врачи продолжают лечить больных с этим недугом. К слову, свой посильный вклад в борьбу с COVID-19 вносят не только они. В Тампонском районе местные предприятия и крупные промышленные компании выделили деньги на приобретение медицинского оборудования. Что удалось закупить, расскажет Мария Винокурова. Южноверхоянская горнодобывающая компания, входящая в состав акционерного общества «Полиметалл», оказала благотворительную помощь на сумму 2 200 000 рублей. Дорожное предприятие «Дортранс» выделило 500 000 рублей. ООО «Гепромайнинг» в Верхнем Инкиче перечислила 100 000 рублей и столько же дорожное эксплуатационное предприятие номер 135. Я хочу поблагодарить наших спонсоров, которые откликнулись на просьбы, потому что это очень нужные приборы, которые будут именно применяться в непосредственно постоянной нашей работе. Данное оборудование нам поможет в оказании специализированной помощи пациентам с дыхательной недостаточностью и в борьбе с коронавирусной инфекцией. На благотворительные средства произведены первоочередные закупки. Для районной больницы приобретено 7 кислородных концентраторов, 15 дыхательных контуров, палатный рентгенаппарат, шприцевой дозатор, также дорогостоящие кислородные концентраторы, передвижные облучатели-рециркуляторы, пульсомиксиметр для взрослых детей, маски с фильтрами.
В Тампонском районе развернуты провизорное и инфекционное отделения. На базе общежития горно-геологического техникума открыт обсерватор, где на сегодняшний день находится 26 человек. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Школы и учреждения дополнительного образования в Якутске начали проводить занятия и кружки в дистанционной форме. Как сообщили в столичном управлении образования, это альтернативный выход к детской занятости на летний период. А вот ждать ли детям и их родителям открытия детских лагерей дневного и очного пребывания, выяснял Дмитрий Тымыров. Пандемия не обошла стороной даже детский отдых и оздоровление детей. По всей стране детские центры и лагеря не работают. Все перешли на дистанционную форму работы. В Якутске в начале лета планировали открыть лагеря дневного пребывания в дистанционной форме. Но в итоге и это тоже отменили. С мая месяца Министерство образования нам рекомендовало открывать дистанционные, лагеря, дистанционные площадки за счет республиканской субсидии из выдачи сухих пайков. Мы, конечно, под это дело запланировали 41 лагерь при образовательных учреждениях. Но в конце концов, нам Министерством образования дано методическая рекомендация о том, что лагерей не будет дневных, то есть должна быть каникулярная занятость в виде дополнительного образования. Как нам пояснили в столичном управлении образования, каникулярная занятость школьников в период летнего отдыха должна открываться за счет финансирования самих школ. При школах работают различные кружки, спортивные секции, которые финансируются за счет фонда заработной платы самих школ. И они содержат, штатные единицы педагогов дополнительного образования. Вот за счет этого, и тех программ, которые были разработаны педагогами дополнительного образования школ, будет проводиться вот эта деятельность. В итоге на сегодня в Якутске реализуется 47 программ дополнительного образования детей, которым охвачены более 1500 детей. Между тем, у школьников республики есть еще шанс попасть на очную форму работы оздоровительных лагерей. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Летняя кампания начнется не ранее 3-го этапа отмены ограничительных мероприятий, за исключением труднодоступных населенных пунктов, в которых в июне откроются организации отдыха детей и их оздоровления. Что касается финансовой части, то городские власти уже получили субсидии на детский отдых и оздоровление. Но пока республиканские средства лежат, их никто не трогает. Субсидии у нас уже получили. Соглашение с Министерством образования, с муниципалитетом подписано на прошлой неделе. Но пока мы на эти деньги планируем открыть наши лагеря дневные и загородные уже только при наступлении третьего этапа выхода из смотра. Это не будет как нереализация, там же получается субсидии. У нас еще есть и каникулы осенние, и зимние каникулы мы можем организовать. При благоприятном стечении обстоятельств мы можем это уже перенести и на осенние каникулы. Тем временем в усиленный режим работы перешли инспектора ПДН. Только с начала этого летнего сезона в столице региона участились случаи краж с участием несовершеннолетних и их безнадзорного пребывания на улицах города. Уже выявлено сотрудниками полиции свыше 200 безнадзорных детей. К административной ответственности уже привлечено 180 родителей и иных законных представителей. Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. В управлении образования города Якутска, в том числе инспектора ПДН, напоминают, что ответственность за несовершеннолетних в летний период несут родители и их законные представители. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Опробированный на Министерстве имущественных и земельных отношений проект Госуправления 4.0 в дальнейшем будет внедрен во все министерства и ведомства республики. Он упростил и ускорил принятие решений, предоставление государственных услуг, оптимизировал порядка 30% рабочих процессов в министерстве. Об этом в ходе заседания Ленского клуба сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Одна из главных целей этого проекта – повышение производительности и качества труда. Движение на понтонной переправе через реку Малая Батуовая временно затруднено. Причина – высокий уровень воды из-за осадков. По данным метеосводки, в Мирнинском районе в ближайшие сутки ожидаются дожди.
Дорожниками организована перевозка людей вахтовым автобусом. Проезд легкового автотранспорта осуществляется при помощи буксировки. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и дежурство дорожной техники. Завоз угля завершили в Амгинском районе Якутии. Всего в этом году планируется завезти 69 тысяч тонн угля. 30 тысяч уже отгружено на пристань Слобода и Михайловка. Для этого было задействовано 26 единиц техники. Остальные 39 тысяч тонн планируют доставить зимой наземным транспортом с разреза Харбылах. По навигации 30 тысяч, как запланировано, тонн водным фрахтом пришло. В пристань Слобода в Амгу от 26 тысяч тонн выгружено, и село Михайловка 4 тысячи тонн. Автозимникам в декабре уже с Харбалаха будут возить, там 39 тысяч тонн осталось. Будут корректироваться, добавляться, любовляться. Так вот. Более 35 тысяч тонн нефтепродуктов доставила компания «Саханефтегазсбыт». Перевозки жизнеобеспечивающих грузов идут в плановом режиме. Отставаний от графиков нет. Отгружено более 41 тысячи тонн. Всего в навигацию 2020 компания планирует доставить более 84 тысяч тонн нефтепродуктов. Перевозки по северным направлениям также идут в плановом режиме. С Нижнеколымской нефтебазы на Зырянку отгрузили 593 тонны нефтепродуктов. На Батагайскую нефтебазу доставлено более 1,4 тысячи тонн. Леса Якутии атаковал сибирский шелкопряд. Россельхознадзор принял решение о введении карантинного фитосанитарного режима. Уже разработана программа локализации и ликвидации очагов карантинного объекта. В соответствии с законодательством в сфере карантина растений будут приниматься дальнейшие меры по устранению вредителя совместно с Минэкологией Якутии. Ранее карантинные фитосанитарные зоны по сибирскому шелкопряду были установлены в центральных районах Якутии. Из нее делают деликатесы национальной кухни – индыгирка и строганина, а из жира – омолаживающие маски. Рыба-чир семейства Сиговые. 1 миллион ее личинок выпустили в реку Вилюй. Подробности у Романа Муконина. Коса Соколиная – живописная местность в районе села Крестях Сунтарского района. Именно здесь 70 лет назад был найден первый алмаз в Якутии. И именно здесь ученые разрешили выпустить первую партию личинок чира. 1 миллион мальков чира доставляли из Чернышевска 5 часов. Дорога была каждая минута, кислород в пакете ограничен. Поэтому ценный груз и представители Алроса ждали на месте с нетерпением, как местное руководство, так и жители. Алроса компания, например, очень добросовестно исполнила свои обещания. Они поставили очистители, сейчас пустили мальки рыб, дорогостоящих, очень хороших рыб. Они так начали работать, не только начал, уже работает так, потому что мы жители очень рады и благодарны. За последние 3 года Алроса выпустила миллионы мальков рыб, ежегодно наращивая это количество. Но когда наступит эффект и по какому критерию он измеряется? Основной критерий, конечно, восполнение водных биоресурсов, восполнение рыбных запасов в реках. Если это будет доступно каждому жителю нашей республики, это будет считаться уже успешным мероприятием. Из выпущенной партии мальков в суровой естественной среде выживет только малая часть. Но и ее хватит, чтобы начать заполнение реки этим ценным видом рыб. Расти они будут долго, поэтому попробовать на вкус первого крупного чира рыбаки смогут только через несколько лет. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.